Сегодня гость программы «Объектив» – человек, характеризующий свою работу как настоящий творческий и политический экзамен, и даже в какой-то мере жизненное испытание. Сегодня гость программы «Объектив» – пресс-секретарь президента Таджикистана Зафар Саидов. Зафар Шариевич, добро пожаловать на передачу «Объектив». После окончания Таджикского госуниверситета преподавал на кафедре философии. Работал заведующим отделом ЦК ЛКСМ Таджикистана, главным специалистом Верховного Совета Таджикской ССР, главным специалистом пресс-службы президента и Кабинета министров Республики Таджикистан, руководителем Департамента информации Министерства иностранных дел Республики. С 15 ноября 1995 года пресс-секретарь президента Таджикистана, кандидат философских наук, автор ряда книг, член Союза журналистов Республики Таджикистан. Почему работа пресс-секретаря – это жизненное испытание? Работа пресс-секретаря президента в современных условиях нашей страны действительно является своеобразным политическим творческим экзаменом и даже жизненным испытанием. Ну, сегодня, когда наше общество избавилось от состояния внутреннего военно-политического противостояния, когда в основном восстановлены мир и национальное согласие, и мирный процесс в стране благодаря усилиям президента республики приближается к своему логическому успешному завершению, работать стало намного легче и приятнее. Но все же, в силу специфики своих служебных обязанностей, пресс-секретарь президента находится на виду. Его работа, ее результаты находятся под контролем не только аппарата президента, но и широкого круга людей, всего общества. И это, естественно, налагает огромную ответственность на работу пресс-секретаря президента. Почти ежедневно, ведя постоянный диалог с представителями средств массовой информации не только Таджикистана, но и зарубежных средств массовой информации. Кстати, большой штат сотрудников пресс-службы. В нашей пресс-службе, кроме пресс-секретаря, трудятся 2 советника, старший инспектор и телегруппа, в составе которой работает личный телеоператор президента, телекомментатор и видеоинженер, который следит за исправностью видеотехники, то есть технической базы деятельности нашей телевизионной группы. Часто телезрители видят вас как комментатора президентских указов и распоряжений. В каких случаях эти комментарии необходимы, и распоряжения о них исходят непосредственно от главы государства? Я бы сказал, что пресс-служба президента выступает в обоих ипостасях, в обоих проявлениях. В большинстве случаев указы президента, его распоряжения, правительственные постановления, которые он подписывает, его публичные заявления, его выступления не нуждаются в каких-либо дополнительных комментариях и разъяснениях. В этих случаях мы выступаем в роли структуры, которая ретранслирует, доводит президентский материал в чистом виде до широкого круга людей, до общественности. Но бывают и такие шаги в деятельности главы государства, когда президентский материал, часто по его поручению, необходимо сопровождать комментариями, разъяснениями, объяснениями. И здесь я хотел бы сказать, что, к сожалению, иногда некоторые представители средств массовой информации, журналисты, вопреки нормам, общепризнанным нормам журналистской этики, пытаются видоизменить этот материал, что-то добавить, привнести от себя в него, домыслить за пресс-секретаря главы государства. Пользуясь случаем, хотел бы и попросить, и предупредить, что это абсолютно недопустимо, когда речь идет о наших материалах, материалах, исходящих от президента республики, посредством его пресс-службы, независимо от того, это устный материал или письменный, нельзя ни в коей мере что-то привносить от себя.
В государственных средствах массовой информации правительство видит свою надежную опору и один из важнейших механизмов реализации политики президента республики. Наряду с этим официальные сообщения и точка зрения сегодня доводятся до общества и через многие частные, неправительственные газеты, еженедельники и информационные агентства. Яркий тому пример – популярные издания, как «Бизнес и политика», «Курьер Таджикистана», частный еженедельник «Дайджест Пресс». Приоритет пресс-служба отдает отечественным средствам массовой информации, не пренебрегая задачами активизации и оптимизации внешнеполитической пропаганды, которые возложены на пресс-службу президента республики и четко сформулированы в положении о пресс-службе. И в этом коллектив пресс-службы контактирует с несколькими звеньями аппарата. В их числе отдел по международным вопросам, возглавляемый госсоветником Каримджоном Юлдашевым, секретариат президента под руководством Саидмурода Фатоева, исполнительный аппарат во главе с Мухаммадназаром Салиховым. Сегодня как никогда важно создавать положительный имидж Таджикистана на международной арене. В этом деле пресс-служба тесно взаимодействует с Министерством иностранных дел республики и непосредственно с министром Талбаком Назаровым. Большинство средств массовой информации до последнего времени в искаженном виде освещало, изображало обстановку в нашей стране. Порою это отображение было весьма далека от реальной обстановки. И это наносит большой, огромный ущерб имиджу республики, от чего во многом зависит сотрудничество Таджикистана с иностранными инвесторами, от чего во многом зависит состояние процесса притока иностранных инвестиций в Таджикистан. Несмотря на объективные трудности, у нас уже который год довольно-таки успешно работают иностранные инвесторы, в основном в текстильной и горнодобывающей промышленности. Достаточно отметить работу совместного предприятия «Зиравшан». Однако активность иностранных инвесторов в Таджикистане действительно в полной мере не оправдывает ожидания. Основной причиной этого, на мой взгляд, является недостаточная информированность мирового сообщества о тех процессах, которые происходят в Таджикистане, о реальной ситуации в стране, о реальных возможностях инвестирования экономики нашей республики. К сожалению, в том, что сложилась такая ситуация, сыграли свою роль и работники средств массовой информации. Большинство средств массовой информации зарубежных стран искажает реальную ситуацию в стране. Это происходит в течение ряда последних лет. Причем порой используются старые архивные материалы 4-6-летней давности. Зафар Шариевич, один из последних указов президента страны, указ об очередных мерах по обеспечению социальных гарантий и увеличению социальных пенсий. Что обещает выполнение данного указа нашим социально незащищенным слоям населения? Этот указ издан в целях обеспечения, я цитирую, социальных гарантий отдельным категориям работников образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, увеличения социальных пенсий. И предусматривает увеличение, это очень важно, с 1 января 2000 года на 30% и с 1 апреля будущего года на 10% действующие тарифные ставки и оклады работников детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов, спецшкол, гимназий, лицеев, музыкальных и художественных школ, профессионально-технических училищ, средних специальных учебных заведений, библиотек, музеев, дворцов и домов культур, других учреждений клубного типа, работников домов-интернатов, лицей-интернатов для инвалидов, домов отдыха, социальной помощи на дому, врачебно-трудовых экспертных комиссий и работников учреждений здравоохранения. Зафар Шариевич, для президента, наверное, пресс-служба ежедневно готовит обзор самых важных сообщений, газетных публикаций. Это касается и телевизионных обзоров, да? Совершенно верно. Ежедневно на стол президента ложится обзор не только газетных публикаций, но и обзор телевизионных
передач радио. Причем это касается не только средств массовой информации республики, но и средств массовой информации зарубежных стран. Обзоры эти носят целенаправленный характер и попадают в эти обзоры материалы, касающиеся обстановки в Таджикистане. Зафар Шариевич, есть какие-то программы, телевизионные программы, которым президент отдает свое предпочтение? Безусловно, президент Таджикистана внимательно следит за передачами таджикского телевидения и радио. Он часто дает оценки тем или иным передачам, дает ценные рекомендации, которые учитываются руководством и творческим коллективом государственного телевидения и радиовещания. Естественно, что приоритет отдается новостным передачам, но не только. Совсем недавно президент Таджикистана очень хорошо отозвался на заседании правительства о передаче таджикского телевидения, посвященного семейным проблемам. И вы знаете, что даже президент проявил личную заботу, личное внимание в отношении некоторых участников этой передачи. Зафар Шариевич, вы работаете пресс-секретарем президента уже 4 года, это постоянный контакт с журналистами. Вы должны смотреть все передачи, читать все газеты. И вот скажите, за это время общения с прессой были ли какие-то случаи, которые вас удивили, запомнились, шокировали, возможно? Ну, я хотел бы начать с того, что действительно уже 4-й год работаю с президентом Таджикистана Эмомали Шариповичем Рахмоновым. Это огромная честь, огромное доверие и в то же время часть моего человеческого счастья. Если одна часть, одно из проявлений моего человеческого счастья заключается или имеет отношение к семье, то другая часть, несомненно, связана с моей работой в качестве пресс-секретаря Эмомали Шариповича Рахмонова. Мне очень приятно, что Эмомали Шарипович Рахмонов назначил меня на эту должность, очень ответственную, очень интересную, в день рождения моей покойной матери, 15 ноября 1995 года. Прошедшие 4 года отличались огромной плотностью событий, были очень интересными, динамичными. Сейчас мне на память приходит довольно-таки смешной, курьезный случай, когда во время очередного выпуска новостей таджикского телевидения на русском языке диктор Гульчара Гафурзаде, это было несколько лет назад, объявила о мероприятии с участием премьер-министра республики Яхьи Нуридиновича Азимова, но в эфир почему-то, видимо, по каким-то техническим неувязкам, пошел мой комментарий. Гульчара Гафурзаде не растерялась и после окончания комментария пресс-секретаря главы государства извинилась перед телезрителями, что было нормально и понятно, и извинилась прямо в эфире передо мной. Я был в шоке. Мне было одновременно приятно, в то же время я был в растерянности, и в то же время я оценил высокую культуру сегодняшних работников таджикского телевидения. Зафар Шариевич, помимо своей основной должности, я не забываю, что вы долгие годы преподавали на кафедре философии, а философы больше других склонны к постоянным размышлениям, поисков смысла жизни. И поэтому мой последний вопрос в несколько ином ракурсе. Вот скажите, в современном человеке, несмотря на все сложности жизни, должно постоянно присутствовать убеждение: я человек среди таких же, как я. Несмотря на все наши трудности, мы тесно зависим друг от друга. И в жизни много случайностей, говорят, не случайно лишь то, что ты человек. Место в жизни, все мы ищем его. Это больше, чем работа, больше, чем призвание. Вы нашли свое место в жизни? Несомненно, я нашел свое место в жизни. Если надо было начать жизнь с изного, я пошел бы по этому пути. Я очень доволен тем, что в 38 лет
у меня всегда были условия для творческой самореализации, для творческого самоосуществления. Жить для души – это как раз та сентенция, в которую я вкладываю свое понимание смысла жизни. Ибо величие человека в его способности мыслить, величие человека в его духовности. Жизненный девиз Зафара Саидова «Идеал в тебе самом», препятствие к достижению его в тебе же. Твое положение есть тот материал, из которого ты должен осуществить этот идеал. Одно из любимых изречений «С грехом ссорься, с грешником мирись». Ненавидь дурное в человеке, а человека люби. Величие человека в его духовности и способности мыслить. Жить для души – краткий и емкий девиз пресс-секретаря президента республики. Действительно, это так. Я очень люблю петь. Причем песни талантливого, известного таджикского певца Джуравека Муродова. Вообще, я хотел бы сказать, что песня меня спасает в жизни. Она мне очень помогает в жизни, в труде, в творчестве. Но если вы не против, я сейчас не спою, а прочитаю кусочек из любимых стихов Сергея Александровича Есенина. «Ты пропела за Ефратом розы лучше смертных дев. Если был бы я богатым, то сложил другой напев. Я б порезал розы эти, ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете лучшей милой Шагане. Ты не мучь меня заветом, у меня заветов нет. Коль родился я поэтом, то целуюсь как поэт». Зафар Шарипович, большое спасибо за интервью, за эти стихи прекрасные. Я думаю, что телезрителям было очень интересно увидеть вас с такой стороны, помимо привычного вашего образа на телеэкранах. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь до следующего выпуска программы «Объектив». До свидания.